Международная выставка «Культурный мост Россия-Абхазия» – это любительские произведения из разных уголков России. Цель экспозиции – познакомить жителей Абхазии с русской культурой через искусство и рукоделие. Мероприятие проводится русской компанией «Просвет» с Абхазским оздоровительно-культурным центром «Акация» при поддержке Министерства просвещения России. Цель выставки – внести русскую культуру в массы, ознакомить с российской культурой, с российской литературой, ознакомить с российским творчеством. Это хохлома, это гжель. Экспонаты в основном из России. Это абсолютно разные люди, не профессионалы. Это вплоть от детей от 3-летнего возраста. Работы, если есть желание, можно посмотреть. Это акварельки 3 годика и старше. Если мы берем картины, это масло, это акрил, это акварель. Если берем папье-маше из камня ракушки, то есть это отдельные работы, резьба по дереву, хохлома, гжель, куклы, изготовление кукол. Выставка работает уже 3 месяца, и в рамках культурного обмена рукодельницы из России, в том числе Наталья Гаупт, проводят мастер-классы для абхазских детей. Вначале мы проводили мастер-классы здесь, на выставке. Затем стали проводить, сейчас мы проводим выездные мастер-классы, это село Кутол, село Джигерда проводились мастер-классы, 2-7 классы мы знакомили кутольских детей, делали газету, праздник осени проходил, у нас есть газета, то, что мы сотворили с детьми, то есть русские газеты в Абхазии, начиная 20-30-е годы, мы знакомим детей с этой литературой, как изготовить газету, плюс ко всему мы проводили мастер-класс «Русские писатели в Абхазии». Это Чехов, это Паустовский. То есть преподнесли детям, кто из русских писателей, начиная с середины XIX века до наших дней, посетил Абхазию, какие произведения были написаны, что Горьким, почему его первое произведение «Рождение человека», допустим, было написано именно здесь, в Абхазии. Детям это было очень интересно, поскольку они что-то знают, но с чем-то они просто не знакомы. Мастер-классы по разным видам рукоделия и лекции по литературе пришлись по душе детям и их родителям. Многие приходят повторно, просто провести время, порисовать или почитать стихи собственного сочинения. К нам подходят дети. Те, что пишут стихи, те, что, допустим, пишут на русском языке какие-то произведения, они очень хотят, чтобы с ними общались, чтобы все это преподносили, чтобы мы разговаривали об этом. Родители подходят в том плане, что многие дети поступают в российские вузы, соответственно, подготовка к ЕГЭ. То есть вот русский язык, литературу очень многие просят внести здесь как отдельным классом. То есть вот такая тематика. И, конечно, все наши работы, у нас также работали Маша Морозова, Ульяна Попова, работа с детьми, это фенечки, это, что мы еще делали, пластилин, лепка, фенечки, браслетики. Это были, дети были просто в восторге, так же, как их родители. Пока дети занимаются одним, Маша Морозова учила родителей российская культура, вышивка гладью, то есть это тоже очень понравилось. Как результат многочисленных мастер-классов, выставка пополнилась работами абхазских детей. Здесь и матрешки в национальных костюмах, и картины, и целые композиции из пластилина. У нас есть работа девочки из Джигердинской школы, Камила, очень хорошая работа, у нее просто великолепная. Если обратите внимание, портрет добровольца, погибшего за Абхазию во время Грузино-Абхазской войны, она нарисовала. А здесь можно увидеть тоже работы девочки Мила из Кутольской школы, просто чудесная работа, мы их тоже взяли на выставку. Работа из пластилина, кутольские дети тоже. То есть вот такие работы мы тоже берем многие. У нас даже есть работа малышки одной, если хотите, покажу. Пришла у нас с мамой на выставку, пока мы с мамой беседовали, общались, дали ей краски. После нашего общения ребенок нарисовал удивительно красивую, яркую картинку. Девочке 6 лет, зовут Самира. И картинку мы ее тоже поставили на выставке. То есть вот такие работы у нас тоже есть. Работа выставки продлится до конца декабря. Расписание мастер-классов можно узнать в выставочном зале по адресу Абазинская, 38. А с 11 по 13 декабря в Музее боевой славы пройдет форум, посвященный русской литературе, культуре, традициям и творчеству. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ.